Адамур, у тебя здесь каждый уголок произведения искусства. Это, наверное, первое, что я заметила, как только зашла. То это у тебя такая, ну, и мастерской я не назову. Это зал, который ты Да. превратил в некое выставочное пространство, что ли. Расскажи, где что. Я вот давно подписана на твою страничку Мгм. в социальных сетях, в Инстаграме. И очень важный такой момент. Казалось бы, ты работаешь с деревом. М. Ну, как бы это такая не новое направление в нашей стране, в нашей республике. Много кто работает с деревом. Ну, надо в этом признаться. Но ты какие-то очень интересные фигуры находишь в этих, Мгм. в этом материале, и ты как будто бы материал подбираешь как-то по-особому. А откуда вот это вот, я не знаю, чувство, прекрасного стиля, Мгм. еще как-то, я не знаю, как это правильно назвать, откуда оно пришло и вообще с чего вся эта история началась? Я, можно сказать, как первооткрыватель, я там сам все это пробовал. То есть, вот у меня появился кусок дерева, я там думаю, что с ним делать. То есть, вот меня никто не учил, я к чему это хотел То есть сказать. наставников у тебя не было, по Нет, сути? то есть я там в Инстаграме мог что-то увидеть, там как бы какие-то технические моменты, а так больше направление какое-то я сам себе задавал. То есть у меня есть кусок дерева, я думал, что с ним сделать. Просто повырезал. Ну, короче, очень много работы прошло, то есть для того момента, когда что-то там, что-то начало получаться. Так что я могу сказать, что я это все прощупал сам, и как бы направление сам себе тоже нашел. Как эти фигуры, ну, материал, допустим, подбирал тоже. Я вот этот с Москвы, я в Москве его купил, заказал и доставку, короче, сюда привез, потому что мне вот этот понравился кусок дерева. Вот, хотя у нас тоже есть в Абхазии материал, Но но ты это, сам вот это заливаешь потом, и да, все да, это вот, как бы уже на твое усмотрение, ты сам решаешь. да. Ш Это как бы вообще в первую очередь смола для того, чтобы укрепить дерево, чтобы оно там не треснуло, не Да. развалилось, не скривилось. В общем, сейчас я практически ухожу от этой смолы, это как бы ну, химия, так или иначе, пластик. Да, Вот, конечно. хочется натуральное, то есть это в Европе, везде сейчас это все ну, за натуральное. И я тоже как бы стараюсь, да, Экологически экологически, натурально, чистые да, да. продукты использовать. Я тоже стараюсь в этом направлении двигаться. Ну, в принципе, у меня так все это некоторые моменты. Просто здесь невозможно, если не будет сюда всё проваливаться и так далее. Поэтому У тебя нужно здесь есть твоя самая первая работа? Что самая это первая было хотя работа. бы вот? А, то, что уже заинтересовало людей, Ну там, то да, есть такое. возможно, то, что ты уже, назвал Мгм. какой-то полноценной Да. работой. Ну, типа одна из первых, уже его нету. Столик был тоже со смолой. Мгм. Он как бы произвел впечатление, потому что смола это вообще как-то эффектно смотрится, и всё такое. В общем, и тогда еще, когда я это делал, не особо кто-то занимался этим. Вообще не помню, что кто-то делал. То есть мне начали все писать, обращаться, как мы тоже хотим попробовать. То есть и мастера разные, и все, короче. Не такого изумрудного цвета смола была, Да-да-да-да-да. да, помню. Треугольник Да-да-да. Дауд, по-моему, приобрел в подарок кому-то. Вот, сейчас его нет. Вот это один из первых такой, который я выставил в Инстаграм, там. С плохом настроением просыпаюсь, сажусь в машину, включаю там или музыку, или даже без музыки просто начинаю там кто-нибудь напевать, короче, или как-то там, да, Разгоняться. разгонять, да. Так что получается вроде, ну, не всегда, но получается. Сегодня с чего начал ты? Сегодня я проснулся поздно, если честно, так как-то размеренно начался. Я что-то не завтракал даже, но я так максимально тоже оттягиваю завтрак, потому что завтракаешь тоже потом какое-то состояние. И я бывает, что проснусь и прям сразу, знаешь, автоматически какие-то дела, там, пошкурить, что-то такое, допустим. Знаешь, что я Мгм. механически можно делать, типа, еще спать. И вот так бывает, ну, как зарядка тоже, в принципе. Слушай, а ты типичная сова, как большая часть творческих людей? Да, я вообще
почти не сплю, мне кажется. Я так максимально пока вот совсем не чувствую, что вырубаюсь. И есть такая, знаешь, грань, многие там, художники примечают, что вот именно в момент, когда ты вот очень хочешь спать, уже когда вот бессилен, короче, Да. тогда вот какой-то творческий открывается. Вот это многие примечают, и я тоже это пытаюсь, короче, поймать всегда. Ну, стараюсь не пропустить. Ловишь? Да, очень часто, кстати. Ну, утром бывает, что кажется, что это какая-то бредовая была идея, но ну, часто она бывает. Работа работой, но, как и до этого было сказано, нужно иногда уметь отдохнуть. Что для тебя отдых? Ну, вот в Вообще, каком виде он обычно проходит у тебя? кстати, Или он такой телевизор, как видишь, у меня нету. бесконечный процесс Нет, такой? я очень даже люблю отдохнуть, путешествовать, очень много где побывал, и люблю спорт однозначно, это всегда спорт как отдых, короче. Активную активность люблю. Вот, не знаю, вот одно лето я вообще помню, у меня тоже такой режим был нон-стоп, я с Агудзеры ездил в 6 утра в пляж Моко на велике, там мы играли в волейбол, потом еще сделал заплыв 800 метров, и потом обратно на велике, короче, ехал в Агудзеру. Ну, это такой самый мой максимум был, потом я это перестал делать. Вот. Так постоянно сноуборд зимой, летом, не знаю, плавание тоже, ну, люблю именно там для спины, у меня тоже болела спина какое-то время, мне сказали, надо плавать. Я начал плавать прям, тоже и в марафонах участвовать, и вот эти наши марафоны, что у нас проводили, плавать, ну, по 3 километра. Я всегда, ну, как бы и поддержать, то есть Борборт организовывал. Да. И Ну, здесь как-то ты живешь хотелось. недалеко от моря дома. Да, здесь Поэтому пешком. Даже вот мой пес Арчи, он ходит иногда, бывает, ну сейчас уже он старый. Раньше я утром просыпаюсь, он уже мокрый с моря пришел, сам ходит на море. Короче. Ну, он у меня такой, этот самый самостоятельный. в общем, и пес довольно спортивный у тебя, Да, насколько точно. понимаю. А ты здесь упомянул сейчас Агудзеру. Мгм. Ты фактически живешь на 2 города плюс Агудзера, насколько я понимаю. Ну да, и в Сухуми тоже, в принципе. В Сухуми, Ну, на если 2 честно, города я имею в виду да, Сухума-Чимчира и еще да. плюс Агудзера. Да, в Акдзере тоже там дядя живет, бабушка, и как бы тоже наш родной дом. И я тоже мимо не проезжаю, тоже там постоянно нахожусь. А, Сухуми, Сухуми там на квартире не очень люблю находиться. Я люблю дом. Там дом или здесь. Я вот всегда сюда приезжаю в Ачимчиру, если у меня вот силы есть. И как бы здесь тоже основная моя деятельность. И, короче, как говорится, как-то говорят, место силы, наверное. Адамур, я знаю, что ты человек довольно дружелюбный, гостеприимный. Насколько я слышала, ни один из твоих друзей, приехав в Ачимчиру, не заехав к тебе домой, обратно не уезжает. Да, Вот. очень. В этом тоже, наверное, есть такая черта характера твоего. Ты любишь принимать гостей. Да, знаешь, вот такую расскажу вот историю этого дома. Здесь, короче, ну, мамин дом. Бабушка очень была гостеприимная. Я утром просыпался, пока спускался, у меня полдом гостей был. И я вот также уже там ложился спать, у нас еще были, каждый день у нас бесконечное было количество людей. У бабушки, ну, много братьев, сестер и родственники. Мы почему-то именно всегда собирались у нас. И то есть я всегда был, мы 24 часа принимали гостей, застолья, и мне это, естественно, нравилось, то есть как-то, ну, оживленно. То есть, вот, в принципе, там, если хотелось уединиться, там, на второй этаж можно было подняться, не проблема. Ну, в общем, это как бы, наверное, задало темп, и я тоже всегда стараюсь собрать компанию, повеселиться, потому что, ну, на самом деле, это, не знаю, основа, наверное, отношений дружеских. Это уже готовая столешница. Она разборная, то есть можно ее, ну, чтобы транспортировать удобно.
Вот, короче. Отправиться должна куда это Вообще в чайку я делал ее, правда, долго, ну, еще не показывал, ее надо сфоткать уже, когда будут ножки и все. Потом, наверное, туда отвезу. Потому что сколько времени ты проводишь здесь? А, Ну, если не учесть то, что там в Руин приходится там уехать, все такое, я тут практически всегда нахожусь и работаю тоже, ну, постоянно, то есть, можно сказать, 24 часа в сутки, то есть я отдохнул, поработал, потом опять поел, там, поработал, то есть, ну, с периодичностью, не знаю, если я тут нахожусь неделю, то есть всегда что-то делаю без остановки практически. Ты вот все это дело тоже нащупывал так интуитивно? Это все приходило в процессе с опытом или все таки были какие-то навыки? Может, кто-то тебя научил? Не знаю, может, соседи разбираются в этом, Э, еще кто-то из знакомых? На самом деле, тут ну, в процессе производства стола, наверное, не так уж много каких-то тонкостей. Ну, есть они, конечно, но это все интуитивно. Я думаю, что все, ну, как бы я хочу сказать, Ну что это смотри, сам. пользоваться станком, я не Мгм. знаю, пилой, еще чем-то. Есть какие-то вещи, которые, ну, Мгм. среднестатистический мужчина, казалось бы, должен знать, уметь, но если ты там вырос в городе и особо, в принципе, этим никогда не занимался, ну, можешь и не знать, ну, сейчас, условно Да, конечно. говоря. Не, на самом деле все, могу сказать, даже вот эти опасные инструменты тоже, если честно, я сам осваивал. И так, благо безопасно все прошло. Были какие-то ЧП, но незначительные, ничего, это все конечности на месте, слава богу. Вот, так все, в принципе, освоил сам. Ну, на самом деле, есть элементарные нормы безопасности, которые, если ты соблюдаешь, то ничего не будет. То есть бывает, что люди просто не пренебрегают, поэтому происходит. Мгм. Типа так, даже в самых опасных инструментах есть техника безопасности, которую ты, если следуешь, ничего не будет. Вот. А есть ребята, друзья твои, может быть, знакомые, которые там живут в Очимчирах, им эта тема тоже интересна, там частенько приходят, смотрят, может быть, кто-то даже благодаря тому, что ты этим занимаешься, сам заинтересовался и начал этим заниматься. Ну, вообще, до меня, до того, как я там прям уже начал постепенно заниматься, то есть еще был друг, который тоже имел мастерскую уже и занимался бейсикбол, то есть я там ходил к нему тоже, много чего увидел Сейчас, у кстати, он него. инструменты Да, делает, он сейчас насколько я делает знаю. инструменты, и как бы последователи меня тоже были, то есть которые не имели там какого-то навыка, и которым я тоже что-то передал, и которые тоже впоследствии начали делать, то есть более даже коммерцию и Преемственность да, такая да, своего рода. да, да. В общем, так что э, ну, я, допустим, ну, как конкуренцию, наверное, не воспринимаю, наоборот, приятно, что люди занимаются, то есть это обмен опытом, знаниями, материалом тоже бывает, кто-то там из друзей, кто занимается, там что-то подарит, там, или какую-нибудь доску, дощечку, какую-нибудь редкую, интересную. Вот, поэтому и комьюнити такое тоже, если Мгм. собирается из мастеров по дереву, то это хорошо, наоборот. Я думаю, что работы всем хватит, всех и так завал, мне кажется. Мы 1 год жили в Москве, вот мне было 10 лет. Ходил в школу, там мы как-то ходили там пожить, потом вернулись. В общем, ну я в тот период уже, я помню точно, вот 10 лет, раньше, может быть, тоже, я рисовал, лепил постоянно, там комиксы какие-то были, я их перерисовывал бесконечно, там целая книга там огромная, я там их перерисовывал, лепил. И у нас как-то были разговоры, помню, там Церетели у него школа какая-то была, искусство. В общем, мы туда, типа, меня устроить. Ну, как бы разговоры ходили, я думал, что если мы остались бы в Москве, наверное, я бы туда пошел. Вот. Но потом как-то все вернулись мы в Абхазию, и тут как-то это забылся вопрос, но я как бы все равно что-то делал. Там дедушка тоже любил постоянно мастерить что-то. Этот дом он сам построил, начертил все, и как бы я постоянно тоже с ним что-то делал. То есть какие-то механические, технические моменты я научился Мгм. от него, и плюс творческие, может быть, как-то все это соединилось. Вот. Ну, поступил я, конечно, на экономиста, поработал там, в администрации экономистом, но все-таки вот с 10-летнего возраста это направление вернулось. То есть я спустя сколько Где-то лет, внутри тебя оно сидело да, все-таки. все-таки я там ушел с администрации, опять вернулся спустя много лет к Уточни, этому. пожалуйста, в администрации, где ты В работал, Очимчире, Очимчирская да, администрация. экономистом, да, поработал потом.
потом все-таки на творческое направление опять ушел. Но это еще как-то надо было монетизировать, коммерциализировать. Конечно. Вот, А вот в пока, детстве тебя родители поддерживали во всей этой истории? ну да, конечно, да. Как бы того, что покупали там всякие пластилины. Всё. Но это как бы, знаешь, как хобби, то есть всерьез, конечно, наверное, никто не относился, я так думаю. Вот, и я сам тоже типа не понимал, наверное, что это можно. А так, ну, это, в то время, мне кажется, так не было. Сейчас, как бы все родители так как-то стараются высмотреть. Тогда немножко, наверное, другие были там. Ну да, Прям тогда выживали, в общем, был можно сказать, период, да. главное прокормить Да, детей, да, да. чтобы все было нормально, на Там, базовых каких-то уровнях. так. В общем, все равно где-то там косвенно, где-то всегда творческий след шел, короче, с детства. Слушай, а когда ты учился на экономиста, естественно, ты на это потратил годы, Мгм. потом ты еще работал экономистом. Вот это внутри тебя что-то гложило тебя, ну, что ты вот не тем занимаешься, что это вообще не то, чем ты хотел бы заниматься, что тебе это не приносит удовольствия. Ну и вот, может быть, даже не хватало смелости признаться себе в этом, бросить все и уйти с головой в творчество. Ну, вообще, математика и вообще счет, это вообще не мое было со школы, я не любил это, не знаю, ну, как-то, знаешь, это... Ну, я, типа, справлялся, просто мне это не нравилось. Вот. Ну, я думал, что это более нужная типа, специальность. Я как бы поддержал, мне предлагали, я думаю, что надо. Вот. Ну, параллельно я все равно что-то делал. Я сейчас точно не помню, какие-то значимые работы, может, не сделал за этот период, когда я там учился и работал, но что всегда как бы что-то, чем-то занимался в этом направлении. Именно по дереву тогда не занимался, но там рисовать, лепить что-то я Мгм. делал всегда. Вот. Что сказать? Ну, Что тебе дают цифры в творчестве сейчас? Ну, ага, в любом случае базовое, хорошее базовое образование, оно никому не мешало никогда. да. А уж тем более, если оно выше и есть какой-то опыт работы, может быть, как раз в области монетизирования твоего Мгм. уже творчества это такую важную роль, может, играет как-то где-то. Очень, конечно, важную роль сыграла однозначно, потому что я, ну, после учебы я как-то ну, предпринимательством занялся. Там у меня, в общем, то есть это позволило, у меня был какой-то пассивный доход, который я мог, типа, спокойно заниматься. То есть я даже в администрацию пошел, потому что я имел параллельно какой-то доход, а то там у нас зарплата была тоже 5000 рублей. То есть я там как-то ходил по, по своей специальности поработать. А так, после учебы я там занимался предпринимательством, и по сей день как бы, это меня ну, как бы обеспечивает. Я сам, ну, сам живу, короче, один. И ну, это позволило мне типа, экспериментировать там, с творчеством, купить инструменты, и, там, я не знаю, что-то начать пробовать. То есть и до того момента, когда что-то начал продаваться, это прошел большой путь. То есть пока я научился технически, пока что-то начало получаться, и пока это все люди увидели, ну, это же большой путь. Мгм. Такое место притяжения местной молодежи, можно так назвать это места? Да, я думаю, что не только молодежь, даже здесь все категории людей у нас сидят, особенно летом, прям можно, как сказать, комьюнити, короче, всех поколений. Вот. Слушай, а сейчас у тебя тут планы, насколько мне известно, ты что-то собираешься добавлять, убавлять, Мгм. в общем, что-то интересное придумывать. Расскажи про эту часть этой истории. Ну, эту зону я сейчас чисто нам перезимовать, так эту крышу над головой, знаешь, потому что как бы вообще изначально планировалось просто ну, как взять с собой, типа кофе с Мгм. собой, поэтому там мини совсем миниатюрная была кофейня, вот, но люди еще хотят остановиться, посидеть, там, или бывает дождь, ну, людям просто не хочется дома сидеть, выйти где-то Тут пообщаться. грех не выйти Да, и не понаслаждаться да, природой. набережная у нас прекрасная, поэтому, да.
Вот, и как бы просто перезимовать немножко от ветра, здесь ветрено бывает, и дождь. Вот, не знаю, потом, может быть, что-нибудь там, еду, может, запустим, я думаю, что в этом, может, сезоне. Вот, но в плане расширения еще больше всего хочется сделать какой-то, как сказать, ну, интерактив, и это будет правильное слово. Ну, в общем, чтобы молодежь могла там, ну, качели, у меня здесь 3 качельки были, очень пользуются популярностью, они все 3 прям со школы дети приходили, катались, да и взрослые тоже Ага. катались, прикалываются. И, ну, есть потребность, поэтому я думаю, сейчас, ну, летом заново их повешу, еще, может, какие-нибудь новые добавлю, какие-нибудь Ну, интересные. такая современная зона отдыха. Да, то Она есть это парковая зона, и вот ее надо сделать как-то не просто, ну, лавочки, качельки, вот что-то такое. Вообще, может, скульптуры какие-нибудь сюда тоже добавлю, я думаю, чтобы еще как-то украсить больше набережную. кофейня называется Бриз. Не Да. просто так, конечно же. Мгм. У этого названия тоже, наверное, ну, очевидная история, потому что это на Да, набережной, да. морской бриз и прочее, прочее. Вообще, как вся эта история зарождалась? Ой, мы вот с моим другом начинали это строить. У нас стройка чуть задержалась. Ну, кстати, чертеж, там, конструкцию я всё придумал полностью. Она, знаешь, когда не, хотел что-то необычное. Ну, то есть из малого, что у меня было, то есть это 2,5 на 2,5 конструкции. То есть из нее, конечно, сложно было что-то необычное сделать, но сделать с костом вот этого потолка. Там, у меня еще в потолке окно, то есть как бы что-то хотелось немножко какое-то необычное, да, Поимпровизировать, да. необычный какой-то хотелось дизайн сделать. Вот, и мы построили каркас, потом что-то зависли, потом еще один, ну, долго, короче, развивалось, это было 2 года где-то. Ну, то есть это Бесик, мой друг, который тоже в мастерской имеет по дереву. Вот. Ну, у него там свои проекты пошли, а у меня там тоже свои проекты. Ну, короче, мы долго разгонялись, в общем. Но мы пришли к тому, что я буду один дальше двигаться. Вот, мы все обоюдно, не ругались, ничего, все хорошо, дружим. Вот, и дальше я пошел, там вложился, чуть кредит немножко пришлось взять, там оборудование все-таки это не кофе по-восточному, а такое кофе нужно много разного Ну оборудования, да. дорогостоящего, и вот. Ну, короче, пришлось взять небольшой кредит. Ну, запустился, короче, к лету, чтобы я вот прям сказал себе, надо по-любому этот проект уже добить, а то он тоже меня тяготил, то, что он не законченный там стоит. И плюс людям всем интересно было, когда же откроешься, что будет, всем интересно было. Вот, и, в общем, Ну, запустился. я, насколько знаю, у вас здесь летом особенно бывают какие-то мероприятия, приезжают твои друзья из Сухума, вы проводите тут вечера. Ну да, да. Вот. Это тоже, наверное, такое а, некое внедрение какой-то такой, если это так можно назвать, субкультуры вот уже в восточную часть Абхазии. Это же тоже здорово, классно. Ты во всей этой тусовке в Сухуме. Мгм. Вот тут мне хочется немножко связать эту историю тоже. Руин-бар — это еще одно детище, ну, ваше с Да, друзьями, да. ну, в которой ты тоже активно участвуешь. Да, на самом деле для Сухума тоже, хотя более, наверное, современный, продвинутый, там, я думаю, что этот руин тоже был, как сказать, прорывом, и что-то необычное, что-то, то есть вообще там нам тоже говорили, какой бар в Сухуме, там вас там взорвут, я не знаю, сожгут или что-то такое, в общем. Ну, мы как бы заработали, тоже огромное количество посетителей у нас и постоянных клиентов есть, и Ну, а начинали вы с «Я в баре». да, с маленького бара, да. То есть, ну, мы буквально через 2 месяца уже поняли, что мы потенциал гораздо больше, и надо расширяться. Мы где-то через 3 месяца уже начали там планировать и стройку уже руин-бара. То есть где-то через полгода уже там практически у нас было принято решение, и процессы пошли. Вот. И я к чему говорю, что эти люди, которые приезжали сюда, здесь это танцевали разных возрастов,
разных поколений, и то есть все танцуют, девочки, мальчики, вообще, ну, необычные танцы, то есть никто не парится, как это там выглядит, Выглядит ты со знаешь, стороны. да, это, то есть и в Сухуми было непривычно, а здесь то тем более, короче. Ну, то есть многие я видел, ну, обращал внимание, что кто со стороны смотрит, то есть мы всех звали, проходите с нами даже потанцевать, но то есть днем танцевать трезво, но не всем тоже это получается. То есть мы не обязательно пить же для того, чтобы потанцевать. Просто музыка хорошая, мы веселимся, то есть это наша музыка, наша компания, то есть нам для раскрепоститься не было сложностей. Но с другим, конечно, наверное, сложно. Но я думаю, что 2-3 раза, 5 раз вот таких мероприятий, может быть, люди раскрепостятся. Мгм. То есть это выплеск эмоций, которые нужны всем. Это очень круто, как бабушка мне дала в Корчеле я привез. Он из цельного куска вырезан каштана. Мгм. Цельный. То есть это не часто такой экспонат. Вот, а эти мне подарили. Это смычковые инструменты армянские. Ты умеешь Э, играть? Играть не умею, но какие-то звуки производить умею. Просто интересно на слух там извлекать какой-то звук. А так вот бас-гитара мне одолжили, я сейчас какие-то ноты пытаюсь научить. Там еще синтезатор есть. То есть мне это все интересно, но это тоже огромное количество времени предполагает, ну, чтобы научиться и вообще что-то извлекать полезное из инструментов. Вот знаешь, что мне интересно? Ты сказал, что тебе подарили эти инструменты. Мгм. Ну, зачастую дарят или коллекционерам, или людям, которые умеют играть на инструментах. Вот к какой категории ты относишь себя? Или, возможно, подарили лишь только потому, что там тебе нравится что-то новое, что-то деревянное, что-то Не, еще, я не вообще, знаю. вообще мне интересно, я бы коллекционировал, хотел бы, наверное, инструменты. Сейчас это не сказать, что коллекция, наверное, но ну, если из всех собрать, там вот барабан есть, синтезатор, что-то есть. То есть уже какая-то коллекция есть. Мне это интересно, помимо того, что это музыкальный инструмент, это еще технически сделано, это тоже из цельного, кстати, куска ореха сделано. То есть это ну, как ремесло, тоже сейчас Ага. этим через занимаются ребята, делают чем вот, и это круто очень. И хотелось бы в этом направлении. То есть просто все не получается уловить и всем Объять заниматься, необъятное. но очень интересно тоже. Вот. И не знаю, как бы, когда на них смотришь, может быть, когда-нибудь рано или поздно что-то это сделаешь. То есть ты ощущаешь, я иногда беру в руки, смотрю, переворачиваю. То есть и какой-то процент я уже знаю, как он составлен. Sí, ahora te tragas el psico. Ay, ay, estás siempre está. Шерпу! Симона Матасовар, хлопцы! Направление творческое, стараюсь его не прерывать. И заказы принимаю, конечно, но не часто. И вообще в этом году я хочу уйти вообще от заказов, делать то, что мне нравится, и люди, чтобы это покупали. Но это сложнее. То есть вообще рано переходить на этот этап, надо, наверное, еще там наработать так, чтобы, не знаю. Хотя заказов, в принципе, достаточно. Но хочется в свое направление. То есть, если я буду то, что мне Мгм. нравится делать по своему направлению, то есть, мне кажется, я там лучше и быстрее разовьюсь и какую-то найду квинтэссенцию. Вот. А так и люди заказывают, бывают более какие-то примитивные заказы, то есть Ну самые да, то, чем посредственные. тебе То неинтересно есть, уже да, и не заниматься. хочется на это тратить время. То есть можно заработать, но потратить свое время. Мгм. Вот, если получится от них отказаться, и делать только то, что нравится, я думаю, будет развитие.
Вот, например, та же работа, которая висит, ну, удивительно. Ты для того, чтобы уже вот такой готовый материал получился, ты должен был изначально увидеть это где-то в своей голове фантазии, а Вот эти потом, куски, да. да. Но на самом деле, да, там ничего не было, просто это был обломок. Я там просто накалякал, можно сказать, пару этих черточек. Но это можно, это как бы набросок, можно его вырезать, то есть барельеф Мгм, полностью. мгм. Вот. Ну, Ну, как это бы, же надо было да, заметить. да. Это То есть, надо было заметить, обратить на это внимание и дальше доработать. Это же тоже такой творческий процесс. Это же не просто так происходит. да, наверное. То есть, я думаю, что ну, просто люди, может, в этом направлении не думают, а так, не знаю, если я тебе, допустим, буду показывать, вот смотри, там, скажем, вот эти полоски, там, здесь можно в этой фигуре там что-то найти, сейчас, там, не знаю, Да. какую-нибудь утку, там, я не знаю, ну, в общем, это у меня как бы уже как тренировка, знаешь, как будто я в спортзал ходил много раз просто в этом направлении творческом, и мне уже легче это. То есть, если ты Тренировка сейчас, мозга. да, если ты там чаще начнешь на это смотреть, так у меня это материал всегда под рукой, Мгм. на глазах, и хочешь, не хочешь, иногда вглядываешься и что-то можешь находить. Просто ты не попадаешь так часто с глазами на эти формы. Вот, Ну, тут еще важна насмотренность. да. Да, вот в плане насмотренности, скажи, пожалуйста, ты говорила о том, что у тебя не было наставников, ну и тем не менее есть, конечно, сейчас много разного материала, с которым можно ознакомиться в том же, не знаю, интернет-пространстве. Есть супер талантливые люди по всему миру. Вот где ты, может быть, где-то даже подсматриваешь что-то, какие-то тренды, Мгм. что-то интересное, чем, не знаю, вдохновляешься? Вот как этот процесс происходит? Те конкретные люди, которые... Ну, может быть, это как-то, не знаю, образы какие-то, образно Ой, можно. не знаю, я могу сейчас сказать направление, которое мне интересно. Ну, то есть я занимаюсь предметами интерьера в основном, и скульптуры, и там столы, допустим, тоже. Мгм. И сейчас хочется полностью, допустим, пространство обустроить, там какой-нибудь, допустим, проект взять и там, ну, короче, в общем, интерьер полностью можно сделать, то есть не только столы там, Поступают такие предложения? ну, Частичные, наверное. частичные, да, вот, допустим, есть заведения, которые там, ну, больше половины там пространства у меня там заказали. Есть в процессе производства, то есть там есть одностранная стена, там панно, стол, Мгм. там скульптура, то есть ну, практически все пространство занимает. И хочется, то есть этот ремонт, допустим, я тоже сделал, ну, сам практически все. Мгм. Смотри, сюда вышел это, ну, это всякие такие баловство, короче. То есть это тоже временно, я здесь тоже хочу сделать ремонт, я сделал там одну часть, потом думал, что сюда перейду. И поэтому он здесь в мастерскую пока превратилась, но здесь тоже сделаю более цивильно. Потом, То есть в той части тоже ремонт ты делаешь своими руками да, фактически? ну сейчас плитку это не клал, ну как бы Ну, что-то, ну и, в плане да, 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 дизайна да, и так далее, да, да, я обратила внимание на кухню твою да, да, да. стильненькую такую, вот, и какие-то определенные предметы интерьера интересные. У меня сложилось впечатление, что ты сильно все-таки привязан к дому, к Ачамчире. Да, так есть. Ну, я, знаешь, вот бабушка умерла, я специально начал этот ремонт делать, все такое, короче, все вложил туда, и в мастерскую тоже чуть пооборудовал специально, наверное, Чтобы чтобы не не оставить, оставить, да? да. Что бабушка, которая мне постоянно говорила, не оставляй дом, там, не знаю, потому что я знаешь, всегда куда-то летаю, постоянно что-то, ну, на месте не сижу. Я, наверное, переживала, что это здесь дом забросится, и как бы в любом случае это э, я здесь вырос и люблю это место. Я бы в любом случае его, конечно, не оставил, но себя вижу в любом случае здесь. Мне нравится тут и прекрасный город. То есть мне не мешает где-то там по всему миру бродить, существовать и возвращаться сюда. Всегда Да. возвращаться домой. Как
ты себе представляешь себя в творчестве, свое творчество, там, ближайшие 5-10 лет, и, возможно, о каких-то вот прям ближайших творческих планах? Давай, ну так, ну я рассказал, что типа вообще дизайн интерьера, то есть я вот в интерьере сейчас какие-то частично принимаю участие в создании интерьера. То есть Мгм. я хотел бы, говорил о том, что хочу полностью попробовать самостоятельно этим заниматься. У меня есть такой проект домики. Домики, вот я, ну, как бы небольшим строительством занялся, то есть это Мгм. кофейню построил, и, то есть на этой основе только более цивильно, более в современном стиле домики. Ну, знаешь, у нас в Абхазии есть практика, где строят домики, ужасные избушки, которые там где-то в России собирают и делают. Я хочу сделать, чтобы, ну, то есть это же облик нашей страны и города, то есть эти домики везде, потому что некрасивые, ужасные, их на каждом шагу сейчас ставят. Хочется сделать, чтобы это был стильный современный домик, примерно там плюс-минус за такие же деньги, вот. Это один этап. То есть Ты сейчас, уже начал ну, я, реализовывать да, этот проект? проектирую, и я надеюсь, ну, я думаю, что в этом году уже будет тестово один домик как минимум стоять где-нибудь, Где это может быть, будет? либо в Агудзере, либо в Ачимчире. В общем, я, ну, полностью спроектировал дом, построю его, и, ну, как бы скажу, что вы можете приобрести этот дом вместо вот этих ужасных домиков. Ну, там, может быть, разница будет, я могу посчитать это после того, как я полностью построю. То есть и внутри интерьер, там, не знаю, какие-нибудь одну, две, три детали, или я своих работ тоже там вижу, что поставить. И в дальнейшем развивать. Может быть, это в будущем, не знаю, через, как говоришь, перспектива 5-10 лет, возможно, не знаю, может быть, будут строить капитальные дома и с полностью э, своим проектом, по своим проектам. Вот. Такие. Классно. А то, что касается вот прям ближайшей перспективы, ожидается ли какая-нибудь выставка работ, еще что-то? Вот чтобы наши зрители, которые нас сейчас смотрят, могли просто прийти, пощупать, увидеть своими глазами, понять вообще, чем же все-таки занимается Дамур Аршма. Да, если честно, много запросов есть. Вот так же, как ты сегодня приехала, многие приезжают в Ачимчиру посмотреть работы, но не всем удобно приехать в Ачимчиру. Я планирую какой-нибудь шоурум, я не знаю, просто какое-нибудь помещение, не знаю, уважаемые зрители, может быть, вы мне подскажете, где в центре города желательно, ну, просторное помещение, хочется и не супер дорого. Вот, просто где я могу поставить столы с скульптурой и так далее, чтобы люди могли посмотреть и пощупать. Вот. И насчет выставки, я думаю, что в течение, может быть, месяца даже будет выставка, просто пока не буду рассказывать конкретно, но следите за историями в Инстаграме. Вот. Я в течение месяца, я думаю, подготовлю небольшую выставку. Адамур, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо за прием в солнечной Ачимчире. Я тебе желаю удачи и воплощения самых смелых идей, творческих идей в жизнь. Вам тоже спасибо, что приехали. Я вас жду в любое время. Просто так, без работы, так, отдохнуть.